Мы знаем, что на сегодняшний день в Крыму от начала и по сегодняшний день, в общем-то, 3 года уже возбуждено и осуждено уголовных дел по политическому признаку около 50 человек. На некоторых из них по несколько статей. Есть очень тяжелые статьи, 205-я терроризм, есть 318-я, те вещи, которых в принципе нет в природе, но, в общем-то, инкриминируются такие вот тяжелые статьи. На сегодняшний день 22 человека находятся в общем-то, в тюрьме, 25 уже, да, вот новая цифра, 25 в тюрьме, из них 4 осужденных, там еще до этого осужденных. Так, мы подсчитывали, статистика уже не маленькая для 3 лет. Очень даже не маленькая. Потом вопрос возникает, по какому признаку, на кого направлены все эти вот, в общем-то, козни. Понятно, в основном весь удар принимает на себя Крымстар, коренной народ этого полуострова. Вот, и я подчеркиваю, как коренной народ, и все эти проблемы от того, что мы коренной народ. То есть Россия ведет борьбу с коренным народом полуострова. Вот, видимо, должен обезволить его, обезличить, и так, чтобы некому было сказать, как-то позиционировать на этом полуострове, как, скажем, как полноценным хозяином. Вот. Но, скажем, сказать, что только против нас, наверное, Россия повторяет все то, что проделала у себя там, в своих глубинных территориях. Это народы севера, народы, скажем, там, Урала, Приуралья. То есть просто осталось одно название и не больше, там, экзотика. А так, что полноценных народов с их каким-то образованием государственных уже там нет. Видимо, эта цель преследуется здесь, в Крыму. Преследование по разным признакам, и по этническому, по религиозному признаку, а главная цель как-то нас обозвать, чтобы было всем понятно, как подают россияне. Скажем, из нас они пытаются делать экстремистов, террористов, не знаю, там каких-то еще страшных людей, хотя на сегодняшний день в течение 3 лет ни одного взрыва, ни одного выстрела с нашей стороны не прозвучало. И при этом они упорно из нас лепят, в общем-то, вот террористов. Это, я же говорил, как и Крымстаре, потом есть люди солидарные, или, скажем, как бы принявшие ислам, и не совсем, не обязательно числа Крымстар, в то же время славяне. Поэтому, в общем-то, тяжело им тоже. Потому что они, принявшие ислам, отождествляются как Крымстары тоже. То есть они как бы увеличат наше количество и вот нашу общность. Информационное поле в Крыму, в общем-то, непростое. На самом деле здесь бывает много журналистов, информацию выдавать удается, но при этом это все уходит инкогнито, то есть журналисты вынуждены подавать информацию, как бы не от своего имени. Некоторые вообще подают информацию, или, скажем, работают инкогнито, или, скажем, заезжают вот тайком. То есть это все как-то уже, в общем-то, работа журналистов перешла на стадию и подпольной работы. Работает подпольно у журналистов. И я понимаю, и хочу сказать, что они сейчас как бы группе риска у нас, журналисты. В Крыму быть журналистом стало очень рискованно. Какие перспективы? Перспективы, смотри, какие. Что интересно, сейчас растет количество интересных личностей, увеличится количество активистов. И из аморфной никакой общности крымской стали появляться, в самом деле, там структуры интересные, скажем, та же солидарность, там, скажем, какое-то сопротивление. Вот. И появились, в самом деле, героические личности, активные личности. Поэтому я думаю, что в какой-то мере в пользу это все нам идет. Вот. Не так все плохо в этом плане. Теряются люди, да, и сажают людей, но в то же время активизируется общество.